Хоррор или фильм ужасов, вне всякого сомнения, один из наиболее сложных с точки зрения реализации задумки жанров. Если в комедийном сценарии есть достаточно качественных шуток, а в блокбастерах есть достаточно бюджета для снятия качественных экшн-сцен, то фильм, конечно, с некоторыми оговорками, но все-таки с большой вероятностью выстрелит, чего не скажешь о фильмах ужасов. Заезженные темы вроде призраков, вампиров, маньяков и использования чуть ли не в каждом хорроре клишированных сцен подготовила массового зрителя и попросту не пугает его, делая жанр вторичным и требовательным к умению нагонять саспенс. Безусловно, у жанра есть огромный творческий потенциал, а скороносная «Прочь» Джордана Пила 2017 года напомнила нам о том, что фильм ужасов — это вообще-то идеальный сеттинг для того, чтобы сделать социальное высказывание. В случае с «Прочь» это обсуждение темы расизма в американском обществе и борьбы с ним в годы Black Lives Matter. Таким образом, несмотря на большой потенциал жанра, умело подобрать ключик к сердцу его ценителей могут лишь немногие. Важны качественный сценарий и задумка, правильная визуальная среда и звуковое сопровождение. Неудивительно, что успешно реализовать это на отечественной сцене нашим ребятам удалось лишь недавно, и немногим более чем полгода назад вышел в свет первый качественный кыргызский фильм ужасов Радика Ишимова «От», снятый 1.1 студио, сразу же снискавший любовь и популярность среди зрителей. Давайте попробуем с вами разобраться, почему «От» — один из важнейших фильмов в истории кыргызского кино. Если некогда кыргызский кинематограф был одним из лучших в СССР, и в 60-е и 70-е годы возник так называемый феномен кыргызского чуда в кино, когда появилась плеяда выдающихся мастеров вроде Тулемича Океева, создавших первоклассные киноленты, то в нулевые и позже кыргызское кино начало терять своего качественного зрителя из-за того, что кинопрокат заполнили примитивные комедийные фильмы. Название обязательно должно состоять из какого-то слова, обозначающего родственников, вроде Кудалар, Баджалар и Байкелер, а смысл происходящего в фильме довольно сложно отследить. Представьте, что на фоне этого происходило с кыргызским хоррором, который, как мы уже ранее отмечали, довольно требователен к выстраиванию правильной среды. Одним из первых кыргызских фильмов ужасов и наиболее популярным из них стал «Кайыпбулак» 2007 года. Фильм, по правде говоря, заслуживает отдельного киноразбора как пример того, как не нужно снимать киноленты. Создатели пригласили чуть ли не всех наиболее популярных отечественных звезд эстрады тех лет для привлечения внимания к фильму, разумеется. Профессиональным актерским мастерством тут и не пахло. Невразумительный сценарий, диалоги, переполненные разнообразными клише и киноштампами, чего только стоят одни сцены с повредившим ногу Урматом и визуализация монстра, направляющегося к героям картины. И, конечно же, вишенкой на торте выступила концовка фильма, в которой нам, как зрителям, сообщили, что мы зря потратили свое драгоценное время и смотрели полуторачасовой хоррор, поскольку в конце оказалось, что все это было лишь сном и с главными героями все на самом деле хорошо. В кинематографе это с отрывом один из наиболее ленивых и некачественных способов закончить киноленту. Времена съемки подобных киноработ, к счастью, уже канули в лету, и на сегодняшний день зритель чуть более требователен к фильмам ужасов, и его не могло не порадовать то, сколько усилий было вложено командой, работавшей над фильмом «От». Еще раз, мы, конечно, настоятельно вам рекомендовали бы посмотреть саму ленту до просмотра этого разбора, но также прекрасно осознаем, что ряд людей не в восторге от жанра фильма ужасов и не готовы к просмотру полуторачасового хоррора. Поэтому давайте вместе с вами попробуем осознать то, насколько комплексно создатели фильма отнеслись к работе над фильмом, и в первую очередь вкратце пройдемся по его сценарию. В завязке фильма нам показан магазин, в котором жители села обсуждают пожар, случившийся в одном из соседских домов. В доме проживала молодая семья Марата и Асели, а также недавно приехавшие к ним матери Марата Фариды. Один из жителей Джергалбайке рассказывает то, что он знает настоящую причину случившегося, и пожар начался в семье еще очень давно. По его версии, мать Марата Фарида является ведьмой, которая умеет наводить порчу, управлять природными явлениями и так далее, и он сам был свидетелем этого. После приезда к ним она начинает постепенно сводить беременную Асель с ума с целью забрать ее ребенка.
Обнаруживается, что Асель и Марат в прошлом потеряли своего сына Амира во время пикника в горах, уехав без него, а когда уже опомнились и вернулись за ним, обнаружилось, что его загрыз волк. По версии Джергала, вину за случившееся мать возложила на невестку и, не доверив ей второго ребенка, позвав каких-то докторов, попыталась извлечь ребенка из чрева матери, из-за чего Асель, сопротивляясь, открыла вентиль газа на кухне и устроила пожар. Нам вновь показывают магазин, в котором уже другой сосед Дурус оспаривает эту версию. Он знает настоящую правду пожара, и мать Марата Фарида здесь вообще ни при чем. Это скелет сценария. Зрители видят различные версии произошедшего и субъективную правду глазами соседей. При этом меняется и весь сеттинг и визуал. По версии Дуруса, приятеля Марата, Асель после утраты сына сошла с ума, и Марат позвал мать в первую очередь для того, чтобы она помогла ему избавить жену от джиннов. Фарида сталкивается с безумием снохи и убеждается в необходимости оказания ей медицинской или иной помощи. Сын приводит команду Молдо, которые занимаются экзорцизмом, и во время попыток изгнать джиннов из нее, она вырывается и устраивает пожар в доме. Джергал и Дурус не соглашаются с версиями друг друга, и, выйдя из магазина, еще одна участница дискуссии Айсалхан рассказывает Дурусу свою версию событий. Марат не тот, за кого себя выдает, а абьюзер и насильник, который после смерти сына обвинил жену в том, что она не доглядела за ним и днями избивал ее, пытал и газлайтил. Асель, под влиянием пыток, убедившая себя в том, что она виновница произошедшего, оказалась под влиянием навязчивой идеи, что если только она забеременеет, то все можно будет исправить, и начала потихоньку терять рассудок, представляя куклу в качестве своего ребенка. Муж привозит домой Молдо, который ему говорят, что нету в ней никаких джиннов. В это же время девушка вырывается и устраивает взрыв. Айсалхан сокрушается по поводу случившегося и винит себя за то, что не оказала помощь Аселе, попросившей ее выступить в качестве свидетельницы, если она подаст заявление на Марата. Дурус уговаривает ее оставить свою версию при себе и не влезать в дела чужой семьи. В финальных кадрах киноленты мы видим то, как Айсалхан разворачивается и дает милиционерам показания против Марата, тем самым найдя в себе силы, хоть и немного запоздало, но пойти против насильника и выполнить свой гражданский долг. Нельзя не рассказать о великолепии данной работы без небольшого погружения в сценарий. Как мы видим, От использует 3 разных взгляда на одно и то же событие – пожар от 3 соседей, имевших личный опыт взаимодействия с героями. Важно понимать, что ни один из троицы Джергала, Дуруса и Айсалхан не участвовал во всех показанных событиях. Это лишь их домыслы, субъективное дорисовывание вероятной картинки и манипуляция фактами. В этом плане картина очень похожа на «Мементо», одного из лучших режиссеров современности Кристофера Нолана, в котором зрителя водят за нос и подсовывают факты таким образом, чтобы он каждый раз убеждался в том, насколько просто из небольших фактов выстраивать целые убедительные сюжеты. Фильм разделен на 3 основные части – вина, оправдание и причина. 3 взгляда, 3 ощущения, через которые проходит зритель. Это словно этап осознания зрителем смысла картины. В первой части зрителю преподносится все так, что он, естественно, винит Фариду. Кто еще виноват в этой ситуации, как не она? Зритель убежден в том, что ведьма обладает какими-то тайными силами. Это же фильм ужасов. Здесь, естественно, наличие магии и сверхъестественных сил. Во втором же акте зритель видит, что с его восприятием лишь играются. Правда на экране зависит от правды рассказчика, и он оправдывает мать Марата. Она не ведьма, ее действия были логичны. Любой бы из нас поступил так на ее месте, мы оправдываем ее. Но зритель все еще верит в то, что это хоррор, и здесь есть место магии. Ему показывают жуткие сцены с обезумевшей Асель, и, наверное, это фильм об экзорцизме и изгнании демонов из несчастной девушки. В третьем же акте, а наблюдательные зрители уже и во втором, понимают, что будет третья правда. И замеченные нами намеки в сюжете наконец-то обретают смысл, и зрителю открывается истинная причина пожара. Никакой магии нет. Это ужасающий своей дикостью случай бытового насилия и доведения девушки до самоубийства и покушения на убийство. История схлопывается. Картина газлайтит нас и манипулирует нашим восприятием, чтобы точно так же и предрассудки в головах зрителей поэтапно схлопнулись, и мы узрели причину. Нет никакой магии, не нужно искать джиннов в голове девушки и охотиться на ведьм, как в средние века. Это фильм ужасов не потому, что в ленте есть сверхъестественные вещи, а потому что и по сей день в 21 веке многие готовы поверить в любую магическую чушь и в любой сумасбродный сценарий, но не в то, что этот мужчина – насильник.
Для многих, к сожалению, бытовая действительность куда страшнее, чем сверхъестественные монстры. Нельзя не вспомнить того же мужчину, отрезавшего уши и нос кыргызстанке, или повесившего автошины с кирпичами на жену и обливавшего ее холодной водой. Поэтому как работа сценаристов с сознанием зрителей, призыв к борьбе с предрассудками и поиску истинной причины событий, так и главный посыл авторов, заключающийся в финальных кадрах и даче показаний Айсалхын, превращает ОД в сильнейшее социальное высказывание через умело сконструированный сеттинг хоррор-фильма. Но как же кинокартине удается держать зрителя в таком напряжении и заставлять верить в происходящее в ленте? Нельзя отрицать, что во многом успешный эффект саспенса и наводящих ужас сцен – это, конечно же, заслуга множества работ до, которые породили целый ряд узнаваемых элементов жанра. Здесь важно прочертить черту. Не всегда их использование сразу же превращает работу в кайблак. Главное тут то, насколько органично и уместно это применено. Давайте перечислим некоторые из примеров. Обратите внимание на узнаваемый звук и угол камеры в следующих сценах. Или на то, как дверь захлопывается сама по себе, или проворачивается ключ. Силуэт в окне. Кукла. Расписанные какими-то эзотерическими символами стены являются уже настолько узнаваемой классикой и отсылкой на многие кино, и, что важно, вплетенные в сценарий не абы как, а почти каждая еще сыграет свою роль, и необходимость и суть этих сцен раскрывается в последующих актах. Сцена же с тем, как Асель употребляет приготовленную пищу, и сцена с Гюзмёнчоком создают необходимый антураж обычного кыргызского жилища для большего эффекта, что это может происходить буквально у нас дома. Тут, конечно, можно лишь похвалить продакшн-команду, которая сделала это качественно, да и использовав уже далеко не новые сцены и элементы жанра, но довольно профессионально адаптировав их под местный контекст и вплетя их в сценарий. Отдельного упоминания заслуживает как и игра актеров, так и в целом проработанной мизансцены, ведь многие сцены приходилось снимать трижды в 3 разных сеттингах, и они должны были вызывать разные ощущения. Просто отметьте то, насколько разные эмоции вызывает игра актеров и композиция кадров, казалось бы, описывающая одну и ту же часть истории. қойшы сен тұрғашы бияққа ақырғы жолы айтып отырмын жат деймін жат демей саған
Emg'a qaraysiz. Qaysi Таким образом, не знаю, насколько нам удалось донести мысль, но очевидно, что «От» — это далеко не просто хоррор. Это великолепная игра актеров, титанический труд талантливых сценаристов, использование опыта множества других хорроров и удачное его адаптирование под региональный контекст, качественный продакшн, но самое главное — эта лента снята не просто для просмотра под попкорн. В ней заложена важная мысль, которая выполняет прямую функцию кино, призывает людей менять общество в лучшую сторону прямо здесь и сейчас. С вами была редакция Evidence. Смотрите хорошее кино и оставляйте свои комментарии, разбор каких кинолент вы бы хотели увидеть. Kız adam kıyıldanan, kız alan nurday canan, gün bolor, kolda son çarkıra.